Irak'ta Aygül Gabeşi. Aygül, o bizden Sultan Gabeşi'nin Aygül, başta filmler olaylar diye. Yok. Binanda sizge kısakçıyım. Buraya rayonunda Çalpak Avlu'nda kabrin burada ürden bir şey var. Sultan bin bile Habeşi turunda materialler bize yaptığı vakitte yoluttu. Şimdi çıktı Sultan Habeşi. Buna bizde bir yıl zorla bir yıl 140 yıl bir Amerikanlı, Fatih Amerikanlı. Orası tabii de akazmıydı. Akazmıydı soğuk. Baksam. Baksam. Bak. Sırpımı. Şular nesilinden tuğallaşkan iken Sultan Gabeşi'nin hatını Aygül Gabeşi'nin etisinin yıkılaydı, anası olaydı değil mi? Gabeşiler böyle dinin Emirhanlarının, Fatih Emirhanların enisinin, abisinin kimliğinin böyle eğlendirilsen yine ellerin giydiğinden kilip çığa özlüğü başlasın. Şecereler kullanırken, utanırken. Ben Erluğul da ben. Buna bunda otura bizden Fuat Erluğul Vekilif diyen kampanyaydı. Fuat abi. Bunda mı? Suyut bilsen çıkardı. Belki şunu çatarsın. Ne yarar ayın silahsınıydı başta. Buna o kız, buna ne? Gabeşi'nin hatını, değil mi? Fuat abinin avuldaşı bu çıktı tanımladı mesela. Kamı Tamara rayonunda Şıpkeligen avuldaş. Bunlar kızı bu çıktı. Fuat abi, bundan mahiye. Şurada oğlum ulaşırım mahiye. Belki geldi, çarptırıp kırarsan Fuat abi bizler öyle gelmişti elbette. Neyi? Tuğanlardan neler bir avulun mullaları, onlar piştirmanlarına bir avulda 2 mulla bulmuyor. Bu 50 tuğan, 50 ve onun başına ışına çıkarak gider. Biz adamın silikleri izler. Ledik sardı, siliklerinde kitap yazıldığı maktana, lakin usulda yazmakan olur mesela. Zaten bu hayatın parmaktan sonra yazılan izlerine göre. Yok, şunlar da günde ezgi başlasam, ellerini dinleyiciler bir çıkar. Bile bir taptın bir. Hayır, sana söz. Вы, надеюсь, вы меня, будете ко мне снисходительны, я очень сильно волнуюсь. Меня профессор пригласил на такое важное мероприятие, подарил мне журнал, я этот роман с большим волнением прочитала. И вот просто я хочу вам выразить вообще чувство благодарности большой и поделиться с вами своей радостью. Вот у нас это 26-й год, он год юбилея. 140 лет Габдулле только исполняется, 140 лет исполняется Фатыху Амирхану, Мухтару Мучину. Вот 135 лет Султану Багаше, 120 лет татарскому театру. И вот не знаю, почему у меня такое впечатление, что, может быть, от того, что такая обстановка вокруг, неспокойная, тревожная, и как-то чувство неуверенности в будущем есть. В этом году эти юбилеи, они проходят как-то особенно душевно, особенно тепло, и как-то действительно ощущаешь, что мы все одна большая семья, вот татар, вот мы все вместе, наша культура, это наше большое общее достояние, которая нас поддерживает очень сильно вот в трудные именно времена, когда уже кажется, трудно на что-то надеяться, на лучшее. И поэтому я хочу с вами поделиться, что вот все-таки у нас такой дружный народ, у нас такое есть единство, и которое нас во многих трудностях поддерживает, я думаю, не даст нам пропасть. И сейчас... Вчера, еще хочу, пользуясь случаем, хочу вам всем сказать, что вчера пресс-показ был, сегодня премьера спектакля Альмандер. Там вот, действительно, мы тоже смотрели, и как будто рядом с нами Туфан Минулин, Марсель Салимжанов, Шавкат Бектимиров, с таким теплом этот спектакль поставлен, с памятью о наших вот великих людях, служивших народу все время. И
вот сегодня как бы продолжение вот этого теплого вечера, теплого такого события. И я очень благодарна всем, кто выступал до меня, и Рустаму Маликову за такое прекрасное исполнение, и Гуль Софийской за такой полный рассказ про моего деда. Но со своей стороны, я думала, это будет презентация романа, я роман прочитала и хочу с вами поделиться вот своим мнением об этом романе. С одной стороны, кажется, это вроде бы не научный труд, это художественное произведение. Но с другой стороны, в нем так много вот всяких конкретных исторических фактов, столько названо имен наших деятелей культуры, которые часто не упоминаются, а вообще-то мы должны о них все помнить, и наша молодежь, которая идет за нами, она тоже должна их всех знать, и актрисы, и кто-то про Фатыха Амирхан как живой встает, и Габдулла Тукай, и Василий Виноградов. Поэтому тут очень много фактов, очень много там исторических таких деталей, которые, конечно, нужно знать. И вместе с тем, этот роман, он художественное произведение, он производит сильное эмоциональное впечатление. И, конечно же, тоже очень много большого стоит, потому что то, что вот художественное слово, оно же в душу попадает. И я хочу поблагодарить Рафисову за то, что он так тепло, с таким вниманием, с такой любовью написал не только про моего деда, но и про его соратников, про его современников, про всех наших людей, которые вот были до нас, и которые такой вклад в татарскую культуру сделали. Если говорить о самом романе, да, что какие у него достоинства, кроме того, что там передана атмосфера вот этого времени, когда люди жили высокими идеалами, стремились создать лучшую жизнь, стремились служить своему народу. Он еще очень доброжелательно написан, очень тепло, очень позитивно. Но иногда вот сейчас современно, особенно литературоведы, там, искусствоведы говорят, что в художественном произведении должен быть конфликт, должно быть столкновение идей, должно быть что-то там, чтобы цеплять людей. Но я думаю, что вот именно в таких произведениях, которые про конкретных людей исторических, которые полудокументальные, там ведь невозможно обойтись без вымысла художественного. Мы же точно не знаем, вот как происходило, именно так или нет. Saygıdan sonra bizim kızlar tarım Saniye Operası'ndan Kadir Skripka'da daha bir müzikal modern meslekler vermiş. Tabii konuşalım.
Спасибо.